В эфире Дарья Короленкова, программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. 12 января российская прокуратура отмечает свое 303-летие. Вот уже 3 столетия прокуроры с честью выполняют свой долг перед Отечеством. Сегодня мы поговорим о соблюдении федерального и регионального законодательства, законного и эффективного расходования бюджетных средств. Наш гость в студии Марк Федоров, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха-Якутия. Марк Иосифович, здравствуйте. Расскажите о том, какая роль отведена органам прокуратуры в сфере соблюдения бюджетного законодательства. Добрый день. В складывающейся сложной внешнеполитической ситуации, которая приводит и к увеличению расходов бюджетной системы, и к снижению доходной части, особое внимание уделяется вопросам исполнения бюджетного законодательства, законности и эффективности расходования бюджетных средств. Законодателям особое место уделено органам прокуратуры. Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением бюджетного законодательства на всех стадиях бюджетного процесса. От принятия нормативных актов, то есть от начала рассмотрения проектов бюджета до его непосредственного исполнения, расходования и утверждения отчетности. Органами прокуратуры республики ежегодно выявляется около 2000 нарушений бюджетного законодательства. По инициативе прокуроров за 3 последних года к административной ответственности привлечено более 100 лиц. По материалам проверок возбуждено около 80 уголовных дел. Расскажите о примерах административной практики за нарушение бюджетного законодательства. По инициативе органов прокуратуры республики и региональные министры, и должностные лица региональных министерств, должностные лица государственных и муниципальных учреждений, главы районов и сельских поселений привлекались к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, за недостижение целевых индикаторов, за несвоевременное размещение отчетов, непредоставление отчетности о расходовании и неисполнение муниципальных программ. Например, некоторыми муниципальными должностными лицами, главами сельских поселений допускалась оплата фактически невыполненных работ. К примеру, в Момском районе глава одного из наследников заключил контракт на содержание внутрипоселковых дорог с предпринимателем. Согласно содержанию контракта, предприниматель должен был содержать автомобильную дорогу и установить 78 дорожных знаков. Вместе с тем, прокурором в ходе проверки был установлен факт установки 36 знаков вместо 78. В связи с этим, по инициативе прокурора, должностное лицо администрации, поселковой администрации, привлечено к административной ответственности по статье 15-14 Кодекса об административных правонарушениях. Назначен штраф, ему он полностью уплачен в полном объеме. В Верхоянском районе главой одного из сельских поселений был оплачен штраф, назначенный ему лично за счет средств из бюджета сельского поселения, что было также установлено органами прокуратуры. По представлению прокурора денежные средства возвращены в бюджет. Глава сельского поселения привлечен к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Стоит также отметить, что он же, этот глава сельского поселения, в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности за присвоение бюджетных средств путем начисления незаконных премий подчиненным работникам, которые в дальнейшем передавались ему. Дается ли уголовно-правовая оценка незаконным действиям должностных лиц при освоении бюджетных средств? Прокуратура является координирующим звеном всей системы органов правоохраны по борьбе с преступностью. Как уже отмечено, по инициативе прокуроров за 3 года возбуждено около 80 уголовных дел. Возбуждались уголовные дела о преступлениях, связанных с освоением бюджетных средств. К сожалению, как показывает практика, зачастую освоение бюджетных средств распорядителями бюджетных ассигнований, бюджетных средств, главами муниципальных образований, должностными лицами. Данные денежные средства используются как свои, то есть как лично свои деньги. Что, конечно же, недопустимо. Освоение бюджетных средств зачастую сопряжено с извлечением прибыли для непосредственно должностных лиц, для третьих лиц, для родственников. То есть это и различные манипуляции с переводами на различные счета, это назначение на должности своих родственников, аффилированные лица, заключение каких-либо обязательств с родственниками или друзьями. Все это способы хищения бюджетных средств. В прошлом году по материалам прокурорских проверок возбуждено около 20 уголовных дел.
Это были дела, связанные, например, с начислением незаконных премий или начислением заработной платы. Например, в одном из районов республики руководитель госучреждения назначил на должность специалиста своего друга, которому выплачивал заработную плату, и в дальнейшем этими деньгами распоряжался сам лично по своему усмотрению. Приговором суда должностное лицо осуждено, ущерб возмещен в полном объеме. Также и бывали установлены факты начисления, как уже сказал, премий руководителями бюджетных учреждений. Например, в том же Верхоянском районе установлены факты, когда руководитель бюджетного учреждения сам лично себе начислял премии на сумму более 2 миллионов рублей. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. Приговором суда должностное лицо было осуждено к лишению свободы. Также устанавливались факты незаконного распоряжения бюджетными средствами со стороны глав муниципальных образований. Так, например, один из глав одного из заречных районов Якутии осужден за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, сопряженное с незаконным распоряжением бюджетными средствами. Так он дал незаконное указание о трудоустройстве адвоката в муниципальное учреждение для начисления ему незаконно заработной платы в связи с тем, что он не хотел ему оплачивать из своих личных средств услуги, да, за адвокатскую деятельность. Кроме того, он дал незаконное указание об оплате штрафа, который назначен ему лично и за счет средств бюджета района. В настоящее время должностное лицо осуждено к лишению свободы. Также стоит отметить пример, как глава одного из арктических районов республики осужден к длительному лишению свободы за получение взяток в течение 5 лет, за злоупотребление должностными полномочиями. По иску прокуратуры республики в казну федерального бюджета взыскано 72 взыскано имущество данного должностного лица на сумму более 72 миллионов рублей. Работа в данном направлении продолжается, и данная работа продолжается совместно в тесном взаимодействии с органами правоохраны и органами контроля. Марк Осович, вами отмечено, что особое внимание уделено законности расходования бюджетных средств при реализации национальных проектов. Часто ли совершается правонарушение в указанной сфере? Да, действительно, особое внимание уделяется вопросам реализации национальных проектов. За 5 лет, так скажем, реализации первого этапа национальных проектов, если можно так назвать, из федерального бюджета выделено свыше 200 миллиардов рублей. И в республике построено за счет средств федерального бюджета около 300 социальных объектов. Это и объекты здравоохранения, их более 60, и более 80 объектов образования по всей республике. Осуществлялось надзорное сопровождение реализации нацпроектов со стороны органов прокуратуры. По материалам проверок возбуждено за 5 лет более 30 уголовных дел. Это также уголовные дела, связанные с незаконной оплатой выполненных работ, незаконной приемкой. Также устанавливались факты хищения бюджетных средств со стороны подрядных организаций, застройщиков. Вот. Ну и особое внимание, конечно, уделялось вопросам своевременности ввода объектов в эксплуатацию. Так, по мерам реагирования, по инициативе прокуроров за 2 года к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях привлечено свыше 60 руководителей застройщиков и подрядных организаций. Им наложены штрафы на сумму более 20 миллионов рублей. Например, в прошлом году в Вилюйском районе застройщик, один из руководителей подрядной организации, привлечен к административной ответственности по статье 7.32 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение срока ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории в селе Ильбине Вилюйского района. Также другой пример. В городе Нерюнгри застройщик привлечен к административной ответственности, к штрафу в размере 300 тысяч рублей за нарушение сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. В настоящее время контракты с ним расторгнуты, денежные средства возвращены в бюджет. Какие источники используются прокурорами для выявления подобных нарушений? И часто ли обращаются граждане по указанным вопросам? Органы прокуратуры часто используют и в своей работе используют государственные информационные системы в работе. Это, например, госинформационная система в сфере ЖКХ, есть ЖКХ, смарт-бюджет, это единая информационная система в сфере закупок, Spark, Интерфакс и так далее. Тесное взаимодействие налажено с органами МВД и ФСБ. Также используются источники из налоговых органов и органов контроля.
Что касается обращения граждан, скажу, что в последнее время, за последние 3 года граждане стали более активнее занимать свою гражданскую позицию, да, стали чаще обращаться в органы прокуратуры по вопросам соблюдения бюджетного законодательства и вопросам исполнения госконтрактов. Например, обращаются по вопросам ненадлежащего исполнения госконтрактов по содержанию, например, автомобильных дорог или, допустим, каких-то отделочных работ внутри дома и так далее. Ну, раз уж мы перешли к вопросам соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, расскажите про административную практику в названной сфере. Вообще административная практика в сфере закупок, она нашла свое широкое применение органами прокуратуры. За 2 года по инициативе прокуроров к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок привлечено более 700 лиц. Это и должностные лица министерств, и должностные лица государственных и муниципальных учреждений, администраций муниципальных районов и сельских поселений, а также представителей застройщиков. К административной ответственности привлекались подрядные организации за несвоевременное и за ввод в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, социальных объектов, домов тех же самых. Должностные лица государственных и муниципальных заказчиков привлекались к административной ответственности за нарушение при формировании начальной и максимальной цены контрактов, за несвоевременное размещение отчетов, допустим, о закупках у субъектов малого и среднего бизнеса, к примеру, за нарушение порядка заключения контрактов, за несвоевременное формирование, допустим, конкурсных документаций и так далее. И куда могут обратиться граждане по фактам нарушения бюджетного законодательства и законов в сфере закупок? Граждане могут обращаться и в орган контроля, это Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия, в Министерство финансов Республики Саха-Якутия могут обратиться, а также по фактам злоупотребления, либо же хищения, ну, если есть признаки хищения бюджетных средств, могут обращаться в органы прокуратуры, в органы полиции и в Федеральную службу безопасности. Спасибо, Марк Иосифович, что пришли сегодня, рассказали нам подробно. И поздравляю вас, кстати, с предстоящим праздником. Ну, а я напомню, это была передача «Актуальное интервью». До скорых встреч!